Я хочу вспомнить один случай из истории моей фамилии. Мой предки родом из долины Архоты. Они жили в селе Тимга. Мой дедушка Бессарион Габури, вспоминая, что однажды ингуши убили всех мужчин нашего рода по кровной мести. И убили братьев и дядей, никого не осталось. Собственно, стал вопрос об исчезновении моей фамилии. Выжил только один маленький мальчик, лежавший в колыбели. От жизни этого мальчика, младенца, зависело, исчезнет или нет род Габура физически, или выживет. А что сделала мать ребенка? Согласно повествованию, эта женщина, фамилия этой женщины была Джабушанури. Эта фамилия живет в Архоте тоже. Забрали этого мальчика, поехали в Кистете, в Ингушетию и привели его в семью, которая всех уничтожила. Отдала мать его заклятым врагам и сказала: хотите, убейте этого ребенка тоже, хотите, вырастите. Мой предок, вот этот мальчик, звали его Алудаури, рос в Ингушетии до 20 лет, в семье врагов. Они заботились о нем как о собственном ребенке. Раз в год отвозили в Архоте и показывали матери. Когда ему исполнилось 20 лет, в сопровождении старейшин всего села мальчика перевезли в Архоты и передали матери. Потом собрали всех хевсуров, живших в Амге, Джимре и Ахиеле, в Архоте, и объявили: если кто-нибудь сделает что-то плохое этому юноше, мы не оставим в живых, кто бы ни был. От того ребенка как раз моя фамилия приумножилась опять и сохранилась. И если бы не такое поведение ингушей, я бы сегодня здесь не стояла, и меня бы просто не существовало. И, наконец, я бы так сказала, выразилась, теперь я спрашиваю в этом контексте, кто сегодня может понять это явление, эти неписанные рыцарские законы. Явление, феномен, когда мать может собственными руками передать последнего наследника своему заклятому врагу. Это нигде не случается такое во всем мире. Это только случается на Кавказе. И я, как хевсурская женщина, за то, что мы это все помнили, хранили и защищали. Вот это. Мадлоба. Это и есть душа Кавказа как раз. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам.